В Абхазии в самом разгаре сбор урожая клубники. В тепличном хозяйстве в поселке Дыранда на территории в 2 гектара произрастает 250 тысяч корней клубники сорта Альбион. Ягоду реализуют исключительно на местном рынке. Ранее в тепличном хозяйстве предпринимателя Баталбея Авицба клубнику выращивали в открытом и закрытом грунте. И в основном предприятие работало на экспорт. Но по словам агронома тепличного хозяйства Абдулы Ашуба, из-за серьезных убытков клубнику выращивают только в теплице. В открытом грунте быстро растет трава, и они не успевают чистить клубнику от сорняков. Работа очень трудоемкая. Дирекция предприятия решила перейти к выращиванию ягоды только в закрытом грунте по системе капельного орошения. Сейчас, если вот это не чистим, вот это новый цветок не дают. Вот это старый лист, все надо убрать меня сейчас. Сейчас во второй раз работа идет меня. Yani сейчас мы видим, день продаем 150-200 килограмм клубника. Получается, ты возьми 20 тысяч, 25 тысяч деньги. Здесь люди надо, сейчас мне надо, наверное, максимум 50 человек работы. Это чистит. Идет 50, 70, 80 тысяч денег. Ты понимаешь? Расходов больше. Очень большое это. Ягода клубника достаточно требовательна к климату, почве, удобрениям, уходу и особенно к технологиям сбора и хранения. Малейшие упущения грозят серьезными убытками. Здесь сбор урожая проходит с весны до декабря. На объекте постоянно работают порядка 50 человек. Но в пик сезона к сбору ягод привлекают жителей поселка Дыранда и близлежащих сел. Из-за небольших объемов урожая в этом году клубнику на экспорт не отправляют. Один корни, если мы полкилограмма возьмем, это очень хорошо. Потому что это ремонтант, он всегда дает, как дает, чуть-чуть дают, до Нового года. А если без ремонтанта, он один раз дают, потом не дают 1 месяц. Здесь продаем, мы Сочи флян не отплываем пока. Если ты день собираешь 2-3 тонн кублика, можно отплывать. Кублика это не держи. Это если ты сегодня собрать, свежий надо продавать. А сколько вы в день клубники, вот сколько вы можете собрать тонн? Тонн не собираем. Тонну не собираете? Нет, где тонн? 100 килограмм, 150 килограмм, 200 килограмм, так получается у меня. Помимо клубники в тепличном хозяйстве начали выращивать и овощи. Помидоры, острый перец, баклажаны, сладкий перец. Сейчас идет первый сбор урожая. Овощи также реализуют на местном рынке. Здесь есть это почти 5000 общин помидоры. 5000 корней есть. Если нормально, это 2-3 килограмма возьмем, каждый корень нормально будет. Больше и не будет, я думаю. А что касается перца? Болгарский перец меня мало. Если нормально будет, я не знаю, другой год можно посадить. По словам агронома тепличного хозяйства предпринимателя Баталбея Авицба, пока что в планах нет расширения производства клубники, так как удобрения обходятся дорого и расходов больше, чем прибыли. Что касается овощей, то их в основном посадили для пробы. Альга Трапшрамукамки, Абхазское телевидение.